Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Надежда Докторова, и я хочу вас поздравить с традиционным якутским праздником Исэх. И подготовила сегодня такой мастер-класс, как, скажем так, традиционные элементы осовременить и преподнести в современном варианте. Это подойдет, скорее всего, даже для молодежи, поскольку я дизайнер. Я думаю, что мастерицы прекрасно вышивают и шьют изделия сами, но я хочу предложить такой вариант для молодежи. И думаю, что можно сделать такой подарок для подростков и молодых людей. Значит, мастер-класс у нас состоит из того, что мы будем окрашивать изделие, в данном случае это футболка, в технике тай-дай. Что такое техника тай-дай? Это техника окрашивания изделий. Началось такое направление где-то в 60-х годах, еще со времен хиппи. Окрашивается изделие, в принципе, можно любыми красителями. В данном случае мы возьмем красители для ткани, для того, чтобы их можно было стирать, гладить, и они были безопасны в использовании. Красители подобного плана продаются практически в любом хозяйственном магазине, ну или в каких-то художественных магазинах. Чаще всего такие красители для натуральных хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных тканей, поэтому они не подходят для окрашивания синтетики. Поэтому, когда вы выбираете изделие, обратите внимание, что оно должно быть натуральным. В данном случае у нас хлопковая футболка. Так, что нам понадобится? Нам понадобится, как я уже сказала, краситель, футболка. Краситель выглядит вот так вот, порошочек. Канцелярские обычные резинки, ну и любой декор, который у вас находится под рукой, либо все зависит от вашей фантазии. Да? В данном случае нам вот такой вот любезный подарок преподнесли, вот такое вот изделие уже готовое, которое мы будем использовать. Ну и вот варианты декора, это может быть бисер, может быть стразы, все что угодно. Перчатки для безопасности. Понадобится также емкость для разбавления красителя, утюг, вот все, что в принципе нужно. Так, ну давайте начнем. Значит, изделие у нас футболка 48 размера. Это, кстати, может быть не новая футболка, это может быть какое-то, то, что вам уже надоело, и вы можете подарить вторую жизнь вашей любимой вещи. Значит, что мы делаем? Так, первый этап у нас начинается с того, что мы, так скажем, подготавливаем изделие к покраске. Вообще техника тай-дай, она может быть любая. Ну вот еще в 90-е годы была очень популярна варенка. Да? Джинсы варили, варили куртки там, и так далее. Да? Можно это делать не с красителем, можно это делать с обычным хлоросодержащим каким-то веществом, будь то белизна или доместос, например. Да? Это вот в случае цветных вещей. Тоже интересные эффекты получатся. Ну, кому что интересно. Вот, я взяла белую футболку. Поскольку мы будем сочетать с традиционными элементами, цвет я выбрала синий или сине-голубой, наверное, да, будет оттенок на изделии. И взяла технику скручивания для того, чтобы создать такой эффект спирали, что ли, или солярного знака, и который, ну, скажем так, близок к народу Саха. Значит так. Выбираем то место, где у нас будет наша спираль. Это вот где-то в районе груди. Делаем такой защип. На самом деле это просто, но вот графичность и качество рисунка будет зависеть от того, насколько вы аккуратно все это сделаете. То есть делаем защип. И, кстати, момент. Для того, чтобы спереди это было более качественно, мы этот защип сделаем со спинки. Значит, примерно выбираем то место, где мы расположим наш рисунок.
У кого-то это может получиться с первого раза, у кого-то не с первого раза. Ну, в принципе, это не такая сложная техника. Защипываем и вот таким вот образом закручиваем нашу футболку в процессе, поправляя складки, чтобы вот такие вот спиральки наши аккуратные получились. Качество изделия тоже, чтобы получилось такое аккуратненькое. И закручиваем. От этого, в принципе, зависит и наш рисунок. Можно закручивать, можно просто смять. Ну, у кого на что хватит фантазии, я думаю. Ну и времени, наверное. Солярный знак – это вообще такой очень хороший символ. Почему, в принципе, его и в технике тайдай используют, потому что символика у него очень хорошая. И в традиционной культуре народа Саха это тоже один из главных символов нашей культуры, который мы вот таким вот образом интерпретируем в современном ключе. Так, это немножко может затянуться. Потому что от этого зависит то, что мы получим в итоге. Вот такая вот у нас получилась ватрушка, наверное, как ее назвать, ракушка. Заложить складочки поаккуратней. И здесь мы уже будем использовать наши канцелярские резинки. Вообще используют даже нитки, ну, любой сподручной веревочки можно, любой сподручный материал. Это техника такая, которую можно сделать у себя на кухне. Не надо обладать при этом какими-то там супер навыками мастерства. Немного терпения. Так, мы закрепляем так, чтобы у нас не расправлялись вот эти вот углы нашей футболки. И плюс еще под резинкой тоже останется какой-то узор, который добавит тоже какой-то графичности изделию. Так, вот такая вот ракушечка получается. Мы ее подправим, расправим. Ну и дальше мы приступаем к окрашиванию. Вот нужно одеть перчатки в целях безопасности, чтобы не окрасить руки, потому что, все-таки краситель – это химическое вещество. Кстати, синий краситель считается одним из самых таких едких красителей, который при проникновении в кожу будет долго с вами. Значит, то, что нужно сделать. Берем емкость с водой, и замачиваем нашу футболочку просто в чистой воде. В чистой холодной воде замачиваем таким образом, чтобы она пропиталась вся водой. Потому что если сделать это на сухое изделие, то рисунок получится не такой четкий, не такой графичный. В процессе, скажем, она не будет рисункой ярко выраженной. Практически однотонная она станет. Поэтому замачивание обязательно. Даже можно оставить на полчасика, минут на 20, чтобы она замочилась хорошо. И как раз-таки в процессе можно вот так вот сформировать еще форму, заложить складочки еще поаккуратнее. Я думаю, совершенству нет предела. Вот, пока эта история замачивается, так, мы с вами должны будем, наверное, разбавить краситель. Значит, краситель мы сыпем ровно столько, какой цвет мы хотим получить. То есть чем больше красителя, тем интенсивнее будет цвет, и чем меньше красителя, тем бледнее. Поэтому отсыпаю я примерно так, как это сделать, чтобы все не рассыпалось. Примерное количество, которое
мне понадобится. Ну, здесь на самом деле все происходит опытным путем. Я не смогу вам точно сказать, какой цвет у меня получится, потому что, ну, это все вот как на уроках химии, да. Если вы не хотите сильно темное изделие, то лучше не перебарщивать с красителем. Так, ну и предварительно, наверное, надо что-то постелить, чтобы, видите, да, то есть краситель, он очень активный. Хорошо, наше изделие замочилось, мы его отжимаем. Так, пока его отложим в сторону. И мне нужен кипяток. В принципе, это можно делать на плите. Поддерживать нужно примерно 90 градусов. Ну, я думаю, что в нашем случае кипятка достаточно будет. И высыпаем краситель. Кстати, их можно сделать разные цвета. То есть делать не один какой-то цвет, а можно вообще смешать все красители, цветовую гамму, которую вы найдете, и вот делать что-то такое цветное. Нужно хорошенько размешать все, чтобы не осталось гранул, чтобы жидкость у нас получилась такая однородная. Ну и прокрас, чтобы был тоже, соответственно, более гармоничный, однородный, что ли, да, без вкраплений каких-то. И в принципе, у каждого красителя, у каждой фирмы возможна своя технология. Там нужно просто инструкцию прочитать. Так, и вот теперь кладем нашу ракушку. Помним, что мы делаем это в перчатках. Видим, что наша футболка окрашивается. Оставить все это можно на полчаса. Если, например, вы хотите что-то разноцветное, то это, наверное, нужно не погружать в краситель, а положить на какую-то поверхность и, допустим, прокрашивать просто спиралью, полосочками, как угодно. Тогда, в принципе, цвет не будет проникать так, и как бы останутся такие цветные пятна, которые в том ритме, в котором вы захотите. Но это более долгий процесс, поэтому мы сегодня сделаем такой укороченный вариант. Немножко о тайдае я расскажу, пока окрашивается наше изделие. Тайдае вот последние 2-3 года в сфере моды в одежде, да, в модной сфере. Это очень такая модное направление стало. Все инфлюенсеры, все модные личности обязательно имеют в своем гардеробе тай-дай. Причем изделия стоят недешево. Я скажу, как дизайнер, который, в принципе, понимает, что такая вот ручная окраска не может быть дешевой. Но это можно сделать самим. При этом можно использовать свои вещи, которые у вас уже в наличии были, и просто, надоели вам. Да? Таким образом, подарить вторую жизнь, стать моднее, наверное, да, потому что можно, в принципе, окрашивать практически все, будь то майки, штаны, как я уже сказала, толстовки и так далее. Даже некоторые умудряются окрашивать обувь из ткани, да, тоже можно сделать. Потом вот надо будет все вот это вот дело отжать хорошенько. И в инструкции там обычно написано, что нужно делать в процессе. Например, вот с моим красителем нужно добавить соли еще дополнительно, тоже дать полежать несколько минут, минут 15-20. Затем под проточной водой помыть изделие и окунуть его еще в воду с уксусом 9%. Я этого делать не буду, поскольку это займет очень много времени. Но для чего это нужно? Это нужно для закрепления результата, и чтобы можно было потом спокойно стирать. Да? И краситель при этом будет закреплен очень хорошо и никоим образом не будет оставлять свой след. Вот. Поэтому желательно прочитать очень хорошо инструкцию к вашему красителю. Вот у меня порошковый краситель, бывает, кстати, еще акриловые. Акриловые
Это, ну, они еще намного проще в использовании. Кто боится, допустим, работать в такой технике или не хочет сильно пачкать руки, то можно попробовать акрилом. Ну, такая вот. Вот. Теперь мне это нужно снять резиночки и под проточной водой прополоскать до того момента, пока вода не будет окрашиваться в цвет. То есть она должна стать абсолютно прозрачной. Тогда весь незакрепившийся краситель уйдет, и изделие будет готово к использованию. Ну вот, в принципе, мы отжали, постирали. И вот у нас получилась вот такая футболка с таким достаточно четким графичным рисунком. В принципе, рисунок мне напоминает, если посмотреть на крышу у росы изнутри, да? Или, допустим, на солнечный какой-то солярный знак, вот как я уже говорила. Вот такая вот очень, мне кажется, симпатичный рисунок получился. Почему нет? Так, ну, естественно, это нужно высушить, потом погладить очень хорошо изделие, и тогда оно уже не будет у вас не окрашиваться, можно носить как обычно. Так, вот получилось то, что получилось. И теперь думаем над тем, как его можно декорировать. Ну вот я взяла вот такой вот металлический декор. Обычно бляшки используются в традиционной якутской одежде, да. Их можно использовать. Но я взяла вот такой вот, который термобляшки, которые можно наклеить при помощи утюга. Но для того, чтобы результат был более качественный, наверное, нужно пришивные бляшки использовать. Так, ну давайте посмотрим, что мы можем сделать. Во-первых, теперь скомпонуем, как у нас вообще может декорироваться наша футболка. Вот посмотрите, как красиво смотрится, вышитый бисером. Декоративный элемент якутский, да. Можно, например, кто не силен в вышивке, использовать уже такие готовые заготовки, просто в процессе вот таким вот образом компоновать эти вот бляшки. Ну, например, вот у меня есть круглые, у меня есть квадратные. Тут уже, ну, я не знаю, как ваша фантазия. Можно вот таким вот образом выложить, да. В центре немножко центрировать. Можно даже вот по краю горловины. Ну, помним о том, что трикотаж у нас, например, очень сильно растягивается, поэтому этот момент нужно учитывать. Наверное, не надо делать это слишком часто. Можно вот так, например, сделать. Так, ну давайте мы будем использовать. Вариант я уже показала. А сейчас мы сделаем окончательный вариант с использованием нашего бисерного декоративного круга. Да? Сначала мы обработаем горловину. Нам нужно, вот в данном случае мне нужно просто погладить утюгом, но кто пришивает вручную, то это можно сделать при помощи нитки и иголки. Ну, наверное, вот этот такие вот термостразы бывают, вот такие вот бляшки металлические, они как-то упрощают этот процесс. И мы обязательно, ну, как бы мы этим пользуемся. В плане традиционных элементов в современной одежде, я думаю, что так или иначе наши дизайнеры якутские, да, используют эти элементы в современной одежде и тем самым, ну, популяризируют, наверное, культуру среди молодежи. А мне кажется, это очень важный элемент для сохранения традиций. То есть момент очень важный, потому что, ну, это должно, наверное, использоваться в обыденной жизни, традиционные какие-то элементы, для того, чтобы все-таки они сохранились. Конечно, есть более такие строгие, наверное, правила, да, но мы
вариант предлагаем все-таки для молодежной аудитории. Так, вот у нас пар. Ой, пар вот он. Максимальную температуру ставим. Наверное, если бы это были пришивные элементы, вот смотрите, как краситель меняет цвет. Ну, кстати, под утюгом он тоже закрепляется. Вот эту футболку можно подарить своим знакомым, племянникам, друзьям в честь праздника СФ. Потому что, наверное, не все видят себя в холодае, в кагетчике, в традиционной одежде. Кому-то нужно этот более современный, что ли, подход, да? И вот погладили, и вот надо дать отдохнуть немножко. А вообще хорошо еще и придавить, и попридержать, чтобы, ну, все это хорошо зафиксировалось. Так, тут у нас немножко. И когда остынет, то оно уже закрепится. То же самое нужно сделать со спинки. Так. Вот, чтобы это было законченное изделие, мы сделаем все правильно. Кстати, в традиционной одежде обычно украшали одежду по краю. Да? Для чего это делалось? Это такой оберег, наверное, чтобы злые духи не проникали в человека и оберегали таким образом, защищали. То есть тут даже можно какую-то вот такую обереговую, смысловую нагрузку сделать. Для банальной, скажем, футболки, да? Почему нет? Это вот такое вот современное. Ну, в принципе, я бы одела, наверное. Хотя я не молодежь и не подросток. Это можно сделать очень просто. Вот эти вот элементы, они продаются везде. В магазинах тканей, в канцелярских даже, кстати. Вот, по-моему, даже в канцелярских товарах я приобретала для детского творчества вот эти бляшки. Они, в принципе, крепятся достаточно хорошо. Если утюг у вас мощный, и вы выдержите технологию, попридавливаете, то оно выдержит даже машинную стирку. Вот мы обработали краешки. Можно это сделать по низу, но я не буду. Так, посмотрю, каким образом я могу расположить свой декор. И, может быть, еще дополнить такими вот ромбиками, чтобы это вот какая-то гармоничная, современная. Наверное, как-то можно это сделать так. Прям выложить в том количестве, в каком вы хотите, можно прям все выложить. Или все вышить. Вот кто рукодельница умеет вышивать, то это вообще очень... Это можно делать прям всю футболку вышить. В принципе, декорировать можно таким вот образом. И закрепляем.
Можно, кстати, окрашивать в традиционные цвета, тогда, ну, это, например, зеленый, красный, да, и получить такую более традиционную футболку. Все, даем отдохнуть, пускай остывает. Ну, в принципе, даже так можно ее носить таким вот образом. Почему нет? Но мы ее обогатим дальше. Расположим это по центру. И пришьем. Вот у меня нитки такого не в цвет, для того, чтобы было видно вам, как это делать. Ну, в принципе, пришивать прям намертво я не советую, потому что стирать, наверное, с этим элементом не очень хорошо, для того, чтобы можно было его снимать. В принципе, даже можно использовать просто булавку, да, и как в качестве брошки ее прицеплять по центру, для того, чтобы когда, ну, футболка стирается довольно часто, а это элемент, который не стоит стирать, его можно было снимать и потом уже стирать в машинке. Так. Ну, я сделаю это на глаз, но, в принципе, можно центрировать прям очень-очень точно. Что-то у нас там упало. Чтобы она у вас была более... И закрепить уже наш декор по периметру. Так, упирается прям в ляшечку. Вот кто любит, наверное, там стразы сделать. Кстати, сделать можно более вечернюю вещь. Ну, хочется уже какого-то такого не банального, наверное, решения, да, а вот что-то такое более интересное, современное. Техник неимоверное количество. И как-то, чтобы вот традиционные элементы гармонично вписывались в современный гардероб, ну, в наш гардероб каждодневный, да, то нужно вот искать какие-то вот такие вот приемы нетрадиционные. Потому что, ну вот, например, кстати, вот к этой футболке даже по низу можно было, например, пришить фатиновую юбку на сборку. И у нас получилось бы даже платье, наверное, да. То есть фантазии нет предела. Можно фантазировать бесконечно. Декорировать можно бесконечно. И у нас получается вот такая вот какая-то интересное такое ведь сочетание, эклектика такая современности с традиционными элементами. Зацепилась у меня висюлька. Сейчас я уберу ее. По крайней мере, ну, я думаю, что молодежь это оценит. Я в процессе, когда работала над мастер-классом, я поняла, что надо сделать нечто подобное для своей дочки, а дочке моей 6 лет. Такое вот платье-футболку с элементами национальными и уже одевать его на праздники. Берем булавки. И, в принципе, вы видите готовое изделие, которое можно носить с джинсами, с кроссовками. И вещь пригодится практически в любом гардеробе. Можно одеть на СЭХ и таким образом приобщиться к нашему традиционному празднику. Кстати, футболка немножко подсела в размере, поэтому этот момент учитывайте при окрашивании. То есть, ну, она немножко садится, поэтому можно взять на 1 размер больше, например, если вы покупаете специально. Вот это вот красивый декоративный элемент нам подготовила
Вера Семенова, мастерица, человек с золотыми руками. Вот таким вот образом получилось у нас совместное творчество. Ну, я надеюсь, вам было интересно, мои друзья. Какой-то вы для себя приобрели опыт. И думаю, что на традиционном празднике Сех я увижу не одну такую футболку на этом мероприятии. И буду очень рада тому, что оказалась вам полезной. Всем спасибо. До свидания.